Ну что это такое? Что такое казак изначально? Ну там красивое название, вольный там. Кстати говоря, слово казак абсолютно тюркское. Страны, в которых никогда не было казаков, как Турция, у них есть свое это родное слово казак. Но оно всегда в положительном такой коннотации. Ну такой вольный, свободный и так далее. Но почему именно это слово появляется и распространяется, и закрепляется как социальный феномен именно где-то там в 15 веке, именно там в степях Подонья там и так далее? Да потому что тот, кто выжил после этой чумы, ну такие тоже были, у кого-то, кому-то повезло, откочевал, там ушел. Кто-то там поболел и все-таки выздоровел. Но это были буквально считанные сотни людей, тысячи, на это огромное пространство, где государственная власть кончилась. Государства просто не было. Где государственная власть кончилась. Государства просто не было. Была территория, потому что последним государственным институтом Золотой Орды нанес удар Тимур. Очень тяжелая война была между Тохтамышем и Тимуром. И в последнем трехдневном сражении со стороны Тохтамыша участвовало, по оценкам говорят, 200 тысяч. Очень гигантская армия по тем временам. Со стороны Тимура тоже примерно, даже чуть больше. Но когда после этого 200 тысяч воинов, это что? Это 200 тысяч мужчин. Если потерпели поражение, а это уже было даже после чумы, то после того, как Тимур разграбил поволжские города, столицы и так далее, увел ремесленников к себе в Самарканд. Именно поэтому многие узбеки нынешние являются, о чем уже подзабыто, в том числе потомками золотоордынских татар, не только, разумеется, то, с одной стороны, демографическая катастрофа, людей нет, окончательно добивается армия, то есть мужчины, часть населения забирается в виде ремесленников, все, государства нет. Кто является, в какой-то степени наследниками, преемниками Золотой Орды? Сибирское ханство, Казанское ханство, Крымское ханство. Посмотрите, где они расположены. Это все окраины Золотой Орды. И это все, некая дистанция вот этого основного пожара чумного. Те, кто выжили, а тот, кто остался вот на этой пустой территории, стали казаками, безгосударственными людьми, сами за себя. Их уже было мало. Ехать там в Сарай-Берке или там в Бахчисарай чего-то спрашивать, во-первых, смысла не было. Что тот Бахчисарай или Сарай-Берке сожгли, развалины, все. А у крымского хана тоже, в общем-то, не было достаточно возможностей. Формально это считалось территорией Крымского ханства, все еще тогда. Там были разборки с Большой Ордой, но в конечном счете это Крымское ханство. А реальных людей контролировать эту территорию не было. Харьков в свое время, окрестности его, там на месте Харькова была одна из столиц половцев до монгольского периода. А в то время была пустота. И что происходит? Эта территория потом начинает называться Диким полем. Потом, не до того. Потому что до того она Диким полем не была. Она была частью Золотой Орды, там были ямы, там была армия, там были кочевники, там были коши, там были дороги, там была сообщение. Вот тут дикое поле. Пройти можно. Жить какое-то время было невозможно вообще. Потому что все время существовала вот эта биологическая угроза, страшная. Кто-то мог этого не знать, но попадался. Что мы знаем о тех, кто не вернулся, что называется? Постепенно стали появляться вот эти коши, новые коши казаков, которые наследовали в значительной степени тюркскую культуру. Да, по сути, первые казаки были тюрками во всем укладе. Но их было очень мало. По местам, где ходили 10-тысячные отряды, тьма, Тумен, ходили какие-то отряды из 200 человек. Они за что-то считались. 200 людей с саблями, они были уже чем-то в этой пустоте. Постепенно складываются вот эти казачьи общины, которые потом, отдельно будем говорить, которые постепенно, собственно, становятся уже и не тюрками, и не кочевниками.
Но если вы возьмете предание донских казаков, то там до поры до времени был прямой запрет на земледелие. То есть они считали, что земледельем с какого-то только момента осели на землю и стали тоже пахать там и прочее. И, допустим, известно, что по Дону там, и по разным другим рекам, где садилось казачество или образовывались казаческие общины, активно ловилась рыба, что не очень характерно для тюркских народов. Ну, не то, что и вообще в еде, но не совсем типично для кочевников. Вопрос почему? Да очень просто, есть нечего было. Это потом, конечно, уже как бы в традиции и так далее. А в первую очередь, когда ни скота, ни земледелия, это, во-первых, подталкивало к набегам, да, жить надо каким-то образом. Скота нету, земледелием не занимаемся. Где источник существования? Ну, тех, у кого что-то еще осталось. Плюс рыбы, да, рыба очень важна теперь. А что, куда вы денетесь? Ну, тем более, что рыбой тогда все кишело, потому что тюрки-скотоводы не очень охотно ей пользовались, а вот было. И другая очень интересная ситуация. Когда потихонечку московский улус стал продвигаться на юг, вот на это самое дикое поле. Смотрите, какая складывалась ситуация. Сверху одна за другой засечные линии. Чем они отличались от предшествующей эпохи, когда были большие укрепленные города, которые в том числе вот во время монгольского нашествия или монголо-татарского, мы о нем отдельно поговорим, брались? Тем, что это не был отдельный город, не отдельный опорный пункт, вокруг которого можно было обойти или уйти, не закрепляясь на нем. Это была сплошная череда. Маленькие крепости, чистоколы, покрупнее, где-то пушки, где-то стрельцы, крестьяне, которых, если нужно было, тоже вооружали какими-нибудь пищалями, и они за этого чистокола, сплошного, тянущегося на сотни километров, отстреливались в случае атаки степняков. Для степняков ситуация какая была? Вот тут рядом не было почти никого. Но по тем самым причинам, по которым я назвал. Все знали, что это территория, ну как бы условно, Орды, потом Крымского ханства, но она так плотно заселена, как до монгольского нашествия, в половецких, в печенежских там условиях или во время хазар, она не была, но потому, о чем я сказал. И это продолжалось сотни лет. И вот земледельцы с севера смотрят на эту территорию, боже мой, огромное пространство, черноземы, елки-палки, никого нет, никто не пашет. А ведь чернозем это почему? Да потому что не было земледелия, потому что сотни тысяч лет здесь ходили стада и удобряли своим навозом эту землю практически. И как оно все это добро пропадает? А давай-ка мы распашем. Ну, распахали. Появились там, сейчас год точно значения не имеет, появились какие-то там татары или кто-то с юга. Что делают гады? Топчут посевы, жгут нас. А что мы такого сделали? Ну, с точки зрения земледельца ничего особенного. На самом деле пустая земля, никем не пользуется. Чего же мне ее не вспахать, когда столько хлеба? Я могу. И там урожаи совсем другие. Но с точки зрения степняков, это же наша земля. Ну, мало что я вот здесь перед тобой не стою напротив. Это государственные границы. Там нет контрольно-следовой полосы, там нет проверки паспортов и всякое. Понятное дело, но где она тогда была такая? Сотнями лет была граница, вот до сюда там. Русь там или Тверское княжество или еще что-то, а там дальше уже. Это от Тулы начиналось в некоторых случаях. И поэтому, когда ты вдруг там на 50 километров продвинулся, да, или еще что-то начал, ты что тут делаешь? Ты на моей земле. Поэтому на самом деле ожесточение этих схваток было довольно серьезным, потому что две стороны абсолютно друг друга не понимали. Эти, почему они, значит, на нас нападают? Ну, гады просто, да, понятно, грабят там туда-сюда. А степняки, которые нападали, они же тоже понимали, что это же не просто вот поход, когда мы там кого-то отбили и все. Нужно восстановить границу. Они же все дальше лезут. Это на самом деле век за веком, десятилетие за десятилетием повторялось. Вот это освоили, вот это, значит, установили, теперь это наше. Вас все южнее, южнее, южнее. Причем объективно что получалось? Что степняки, кочевники, для них чем дальше отодвигается граница земледельцами, южнее, чем она идет там, или еще как-то, ну чем больше она вторгается в степь, тем, по сути говоря, на оставшейся земле можно меньше содержать скота. То есть это превращается в необратимый процесс. Меньше скота, меньше людей. Через 100 лет еще меньше земли, еще меньше скота, еще меньше людей. И поэтому эта ползучая агрессия земледельческая,
на протяжении нескольких сот лет, это со стороны земледельцев выглядело как освоение дикого поля, со стороны кочевников-скотоводов выглядело как разрушение вообще нашей жизни в корне. И уже даже те способы тактические и стратегические ведения боя, которые выручали очень долгое время кочевников, о которых я уже упоминал, они здесь не работали, потому что сплошная засечная черта, которую нельзя перескочить, которую нельзя обойти. И где-то напарываясь на ружейный огонь, на пищальный огонь, ты не можешь, как раньше, снести залпом стрел атакующего тебя противника. Он в укрытии. Он вот за этими там чистоколами, он за этими мешками, он за этими. То есть ни в лоб атаковать невозможно, ни стрелами осыпать невозможно. Но ты как приближаешься, пусть там криво-косо, пусть из очень плохих по тем временам, неточных пищали, но запалили фитиль, дали залп на том расстоянии, на котором ты вынужден уже подойти. Все, тебя снесли. Собрался снова еще раз. То есть там нет как бы прямой лобовой атаки со стороны защищающихся. Они вроде отстреливаются. Очень похожая ситуация на фронтир, так называемый, в Северной Америке. Поселенцы белые заезжают там на 150 миль куда-то на запад, начинают распахивать землю, строить форт и так далее. Через там год, может быть, иногда, может быть, на следующий день, иногда через год появляются какие-то индейцы и говорят: вы что тут делаете? А что мы делаем? Ну вот земля пустая, вот мы ее пашем. Нет, стоп, ребята, это наша земля. Да какая ваша-то? Документы где? Там еще была хуже ситуация, потому что государство как бы не существовало. Вообще сослаться на что-то официальное было не... Да наше племя, это всегда это были наши угодья. Да ну мало ли, вот мы тут делом занимаемся. Хлеб растим. А вы что, за бизонами? Ну и бегайте за бизонами. На самом деле, при том, что как бы в индивидуальной схватке почти любой бы индейец выиграл у любого белого поселенца. Я не говорю, что может быть у каждого солдата, ну просто... Потому что весь образ жизни их был такой воинственный, закаляющий человек, готового к войне. Но когда они напарывались на огнестрельное оружие, тоже, которое еще заряжали, может быть, только этим, и было очень... Ну, индейские луки не шли в сравнении, конечно, с татарскими, или там половецкими, или монгольскими, но где-то похожая картина. То есть отодвинули границу, она называлась фронтир, мирно пашем, сеем, но мы все больше и больше лишаем... Индейцы, конечно, совершенно неправильное название, там... десятки народов, ну, сейчас не вдаваясь в детали. Мы лишаем жизненного пространства и средств к существованию тех людей, которые жили на этих землях до нас. И причем мы растем, потому что мы земледельцы, потому что 1 гектар земли, используемый для земледелия, он может прокормить больше людей, чем 1 гектар земли, используемый для скотоводства. Поэтому все время растет дисбаланс. Земледельцев все больше и больше, кочевников все меньше и меньше. Чем дальше отодвигается граница на юг, тем еще больше в геометрической прогрессии растет количество земледельцев, ну, в перспективе, не за год, конечно, там, за десятки лет, за сотни лет, и тем также в геометрической прогрессии фактически сокращается количество скотоводов, кормить детей нечем, просто-напросто, и количество лошадей и так далее. При том, что вообще на этой территории, на которой какие-то там тысячи лет назад был демографический рост, общее количество кочевников фактически вот в рамках первоначально для той эпохи, несколько тысяч лет назад, было громадным, а уже там, допустим, в 15, 16, 18 и так далее векам оно стало просто несопоставимым с количеством земледельцев, окружающих этот регион.